Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. Господин Демчогло, я предлагаю поговорить о ситуации в Украине на зерновом рынке в контексте вот этих вот протестов, которые проходят сейчас в Республике Молдова. В основном протестов сельхозпроизводителей и производителей зерна на экспорт. Плюс мы видим, не очень хорошие события происходят в Польше, где идет атака на дальнобойщиков из Украины, которые перевозят украинское зерно. Вообще, что происходит? Я предлагаю поговорить с нашим гостем сейчас. Господин Демчогло, приветствую вас. Витаю, Бунасаре. Витаю, Бунасара, Аушамерсенс. Да. Господин Демчогло, вот такой вопрос. Ну, для начала, давайте с такого события, которое было недавно. Дрон. Украинское ПВО сбило дрон «Шахед», да, камикадзе, и он упал недалеко от Этулии. Мы не видели из Гагаузии никакой реакции. С вашей точки зрения, должна ли была быть реакция по этому поводу и какая она должна была быть? Ну, вы знаете, действительно, это в ночь на 11 февраля Да. была очень такая мощная атака на украинскую Южную Бессарабию, ну, как в Украине говорят, украинское Придунавье. И эта атака была, вы знаете, после большого перерыва. То есть последняя атака была, насколько я помню, как раз, кстати, 10 или 11 октября. То есть 4 месяца российские дроны не атаковали Южную Бессарабию, вообще забыли о ней. И это в первый раз за это время, и она была очень мощная. То есть более 20 дронов, кстати, более 20 дронов, и они были направлены все в одну точку практически. Измаил и окрестности. То есть если раньше были атаки на Рени, на там, Килию, Вилково, Измаилск, то сейчас были в одну точку, и очень много. В ту ночь вообще на Одесскую область более 40 дронов было пущено. И атаки начались с 0 часов где-то и продолжались. Последняя атака была в 5 утра. То есть было, насколько я знаю, там 4 или 5 волн. Ну там в течение 5 часов, по-моему, атака шла. Это самая такая продолжительная. То есть такая мощная. И что, в конце концов, большинство из них было сбито. В том числе один подбитый упал на территорию Республики Молдова, в Гагаузию, в окрестности села Этулия. То есть, во-первых, показывает, что украинское ПВО мощное. Если раньше прилетали 5 дронов и было 4 прилета, говорят, то сегодня прилетает 20, и там остается там несколько пролетов. То есть в Измаиле практически инфраструктура не сильно пострадала. Там один пролет, я слышал, инфраструктурный объект, один пролет там в районе супермаркета измаильского главного. Там. То есть все остальное практически это осколки от сбитых дронов. Но это показывает, то есть он был до того мощный, что от Болграда до Измаила кружляли дроны. Болград, Измаил, Рени, вот в этом квадрате кружляли дроны. И один был сбит, кстати, над гагаузским селом украинским Котловина, и двигаясь со стороны Болграда. Чтобы обмануть украинское ПВО, они обходят там со стороны Болграда, со стороны там Килии и заходили на Измаил. Ну, они все, большинство из них сбивалось. К сожалению, досталось и Республике Молдова. Реакция, ну, я не ожидал, честно говоря, какой-то реакции сегодняшнего руководства гагаузской автономии. К сожалению, мы уже привыкли к тому, что у них реакция больше на другие вещи. Неважные, не связанные с безопасностью и с экономикой гагаузской автономии. Ну хорошо, она, ну, с вашей точки зрения, вот это вот, да, ее нету, мы к этому привыкли. Самое главное, реакция мне очень, как бы, и все украинское государство цитировало реакцию и спикера парламента, и премьер-министра, и президента Молдовы. То есть каждый из них, министра иностранных дел, да. первый отреагировал. Да. Михаил Попшой, да. На утро, да, буквально на утро, как обнаружили этот сбитый дрон. Кстати, дрон новейший, один из последних, там, с композитного темного материала, не то, что раньше, то есть один из последних видов. И ничего, как и все другие дроны, потерпел неудачу. Только уже поля Гагаузии.
Ну да, поля Гагаузии уже близко. Кто-то же говорил, что наши уже близко. Додон, по-моему, говорил. Да, вот была карикатура Это как раз Алекса. Конечно, так это и говорит. Да, наши уже, вот, Скоро, да, уже. скоро их с 50 килограммами тротила могут и прилететь к ним близко. Совсем близко. Ну да, на самом деле это не смешно, но вот, кстати, да, на это не было никакой реакции ни от депутатов Народного собрания. Ждем. Надеюсь, они отреагируют каким-то образом, хотя сомневаюсь в этом. Рядом идет война. Люди должны понять. Рядом идет война, несправедливая война, и в том числе братья гагаузы, которые живут в Украине, страдают от нее. Над гагаузской украинской котловиной, над Болградом, есть Троян очень часто, над Старой Трояной, кстати, постоянно прилетает дрон, это гагаузское село, ближе оно между Измаилом и Килией, самое южное гагаузское село в Украине. Там практически каждый раз, когда были обстрелы Измаила, пролетали над старыми Троянами. То есть над русскими селами Украины, братьями гагаузами летают дроны. Братья гагаузы погибают, к сожалению, в этой войне, сражаясь за свою родину. А с Гагаузией никакой реакции, но мы к этому привыкли. Я вот недавно приводил пример, я, будучи помощником губернатора, война застала 24 февраля меня в должности, вы знаете, штатного советника губернатора, Да. в том числе и военного губернатора. И первые месяцы войны практически все турецкие телеканалы, государственные, частные, это в том числе ТРТ, CNN, Türk Haber, ежедневно практически брали у меня в прямом эфире репортажи, потому что есть тюркоговорящий должностное лицо. Им рекомендовало и посольство Турции в Украине, и консульство турецкое. А наши ГРТ в том числе никогда у меня интервью не брал. Ни разу. То есть у меня, кроме турецких каналов, у меня Франц Пресс брал, там Deutsche Welle, Deutsche, но немецкие, французские каналы. Ну и Нокта, конечно. И Нокта, естественно. А я уже не говорю про турецкие, которые у меня каждый день, практически в течение первых 2 месяцев войны, ежедневно. Анадолу Ажанс, государственное агентство. Для ГРТ не существует гагауза в Украине, я так понимаю, особенно в военный период. К сожалению, да. Атака, как вы ее связываете? Почему она такая продолжительная? Кошмарят? Что, какова цель, с вашей точки зрения? Или это непрерывная атака, они продолжают ее и будут продолжать без конца? Ну, после этого, кстати, вот с тех пор 2-3 дня перерыв, дроновых атак не было. Россия, к нашему счастью, к сожалению, не может уже такие мощные атаки делать ежедневные. То есть им после каждой или ракетной, или дроновой атаки нужна передышка, особенно такой массированной. Но я так думаю, что система ПВО вокруг Одессы очень мощная, и в том числе, наверное, из-за того, что Дунай спокойно, часть ПВО перешло под Одессу, я так думаю. И из-за этого, чтобы рассеять украинское ПВО, в том числе вернулись на Дунай, они бессмысленны, потому что после открытия Одесского коридора смысла в обстреле дунайских портов нету. 90% груза ушло на Одессу, Черноморский, Южный. То есть Дунай в плане грузооборота и важности, логистической важности уже не тот. Ну, пусть летает, как, знаете, извините за сравнение, но как тот алкоголик, знаете, который привык ходить в одну водочную лавку, вот, наверное, по привычке, и на Дунай. Говоря о зерне, господин Флога, объясните, что происходит? Почему польские фермеры так обозлились? Что является причиной этому всему? Честно, я до конца не понимаю по многим причинам их действий. Во-первых, насколько я знаю, их требования в прошлый раз удовлетворили. Это первое. Во-вторых, насколько я знаю, после вот того события, которое было вчера или позавчера, когда было с прицепов слито, сгружено зерно, завели уголовное дело на тех, кто это сделал. Потому что, это как по всем этическим, моральным правам. Это зерно собиралось под минами, понимаете? Сегодня, перед тем, как посеять зерно, в Украине проходят минными тральщиками. Сегодня зерно собирается при фронтовых территориях под обстрелами.
И после этого, знаете, в это зерно с запахом пота, гари и крови, к сожалению. Но некоторые алчные, я считаю, что польские фермеры, вы же знаете, после того, как удовлетворили их там вопрос компенсации, они ушли. Я так понимаю, что или не их оплатили, или там что-то другое происходит. Но это вопрос чисто бюрократический, внутренней польской стороны. Потому что все это зерно идет транзитом. То же самое, как и в Молдове, зерно идет транзитом. Ну подождите, сейчас в прошлом году это каким-то образом ощущали и молдавские фермеры, и польские. Но теперь, когда открыт, как вы говорите, зерновой коридор, 90% всего зерна теперь уходит отгружается в портах Черного моря, Большой Одессы, да? Так что уходит, я так понимаю, это часть груза, которая идет на Балтийское море, правильно? Польское или нет? Да, часть груза, которая еще идет по старым контрактам, то есть нет того уже объема. Во-первых, того объема нет. Раньше были на границе с Польшей 30-километровая очередь зерном. Сегодня очередь, она максимум однодневная. Люди там 2-3 недели ждали в очередях. Сегодня, вот по последним данным я посмотрел, у нас есть такое приложение Е-черга для флота. Очередь от 1 до 3 дней. И так как раньше там минимум 2 недели. То есть это показывает, что в десятки раз уменьшился поток. И как вы видите, если раньше были километровые очереди, даже на этом видео видно, что там стоят там 5-10 фур. Понимаете? И оно почему-то еще до сих пор мешает польским фермерам. Вопрос чисто политический и предвзято вопрос компенсации польских, я так думаю. Хорошо. То же самое причина, почему бастуют молдавские фермеры. Но я так слышал, что они бастуют из-за того, что типа связано, что украинское зерно, дешевые цены. Но сегодня во всем мире упали цены на зерно. По многим причинам. Сегодня какие основные? То есть из того, мы говорили, ну скажем так, из того, что мы понимаем, это не только связано с зерном из Украины. В целом был в прошлом году хороший урожай на мировом, на глобальном рынке, да, и это каким-то образом способствует тому, что цены идут вниз. Цены идут вниз и говорят, что еще будут продолжать идти вниз, потому что есть большое предложение, а спрос упал, намного меньше упал. В связи с глобальными кризисными явлениями стали меньше покупателей. У многих стран есть до сих пор предыдущий резерв. То есть используют то зерно, которое было в резервах. Нету больших, то есть денег в мире стало меньше. Мир вообще переживает сейчас большой такой финансовый кризис. И спад сегодня и в продаже недвижимости, глобально падают цены на недвижимость во всем мире, мне сказали. Мои специалисты говорят. Поэтому, при чем тут украинское зерно? Вот это не понимаю я. Вот спросите у молдавских фермеров, что они говорят, почему они бастуют? Ну, из того, что сегодня мы видели, министр сельского хозяйства Владимир Боля сказал, что там бастуют в основном фермеры юга Молдовы, это Кагульский и Кантемирский район, которые больше всего пострадали от засухи. И там проблема в том, что они потеряли весь урожай. Они вложили деньги, и они не смогли их просто вытащить обратно, потому что на севере у фермеров там другая проблема. Там у них был урожай, в некоторых случаях 5 до 7 тонн с гектара, но они не могут продать, потому что нет цены. Поэтому им приходится ждать. Там у разных фермеров, в зависимости от региона, разные, скажем так, проблемы. Но да, есть, конечно, некоторые грешат на то, что якобы вот Украина демпингует цены, не знаю что и так далее и тому подобное. Ну, я вам скажу, сегодня российские цены на том же самом турецком рынке дешевле, чем украинские. Кто это демпингирует? Поэтому у нас тогда продажи действительно очень низкие цены, очень низкие. Сегодня я знаю, что многие украинские компании перестали вообще продавать зерно. То есть они купили старые контракты. То есть даже украинские компании перестали продавать зерно, потому что нет цены? Крупные украинские компании сегодня, я говорю с многими трейдерами, в том числе и на Дунае, и в Одессе, сегодня кукуруза и пшеница поставлена, как они говорят, стоп-сейл. То есть не продают вообще, по любой цене. Потому что цена очень низкая.
Господин Пчелга, вот Путин собирался в Турцию, теперь уже не едет. В чем проблема? При этом активничает в информационном пространстве, вот дал интервью этому Карлсону Такеру. Почему он не едет в Турцию, скажем так, да? Чего боится? Ну, не знаю, да, я читал в прессе, что в том числе турецкой мониторе, 12 февраля он должен был прилететь в Анкару. Его там ждали. Тоже была интрига, чего он приезжает. Вроде там все уже обсудили. Там зерновой коридор работает и без России. Обычно из-за зерна там приезжали. Ну, отменила, значит, или нечего обсуждать, или же... Ну, опять же, можно предположить, что, смотрите, Турция хочет выступать в качестве переговорщика по мирным переговорам, а Россия и Путин, в частности, через интервью этому Карлсону Такеру сказал, что он, в принципе, как бы не готов к переговорам и вообще не готов уступать ничего. Поэтому зачем ехать в Турцию, я так понимаю, в этом причина. Ну, в интервью, кстати, он тоже самое сказал, что он собирается еще лет 10 воевать. Понимаете, изначально политика вот сегодняшней России, политика войны, в интервью политика ненависти к Украине. Изначально с первых дней, помните, мы обсуждали. Да. Сегодняшнее руководство России, я не знаю, кто у власти там в России, некоторые говорят, что уже не тот Путин, но это такое, это пусть на совести будет у российских граждан, у российских избирателей. Но независимо от того, кто сегодняшний Путин, он говорит месседжи, которые сегодняшнего руководства России. А сегодняшнее руководство России нацелено на, во-первых, изначально начало войну, потому что оно дублирует фашистское государство. Вот даже карикатуры сегодня, после интервью Путина в Германии вышли карикатуры, где Путин всем показывает, что они нацисты. Там немцы, европейцы, финны, украинцы, все нацисты. А в то же время он в своем интервью почти 3 или 4 раза оправдывал Гитлера. Что, ну да, типа, оправдывал нападение на Польшу, да. Что поляки надурили Гитлера, понимаете? А кто тогда надурил Гитлера? Французы надурили Гитлера, когда он напал на Францию. Венгры надурили Гитлера, когда он напал на Венгрию. Чехи, все. Англичане надурили Гитлера чем-то тоже, когда он на них и бомбировал, и пытался тоже напасть на Англию, понимаете? И Советский Союз, получается, тоже надурил Гитлера. Так, кстати, Сталин надурил Гитлера. Ну, это вообще, понимаете, несерьезно. Я вам скажу, интервью маразматическое. Полностью фальсификация истории. Полная фальсификация истории. Но самое главное, что, понимаете, для нас, для украинского общества, что человек, руководство России сегодня реально пропагандирует, оправдывает Гитлера, понимаете, под лозунгами и борется с какими-то непонятными фашистами в Украине. С фашистами, где в стране президент еврей, премьер-министр украинец, наполовину тоже с еврейскими корнями, министр обороны крымский татарин, понимаете? А сегодняшний новый главнокомандующий вооруженными силами Украины этнически русский вообще, который еще в 1986 году заканчивал советскую военную школу. Московское военное училище, по-моему, да? Или что там? Не помню, Владимирское, он родом с Владимирской области. Да, он родом с Владимирской области. Руководство страны еврейское, там, татарское, русское, да. Понимаете? Ну это просто подмена понятия, это просто показывает, что сегодняшнее руководство России имеет полные военные амбиции, несет крах к сегодняшней России, потому что все это закончится крахом России. Дай Бог, чтобы оно там полным крахом не было, но это вред российскому государству, понимаете? Потому что еще 10 лет назад Россия признавала все мировые границы, мировые законы, и все они сегодня нарушены. А сегодня фальсификация истории,
Потому что, ну все, мы правы, так, ну тогда хорошо. Знаете, карикатура то же самое вышла монгольского президента, вы видели? Да, да. Он Бывший сказал, президент Монголии сказал, что вообще-то Монголия претендует на всю Россию, как бы, да, потому что она да, когда-то потому что принадлежала. Монголия была до этого, до Москвы, до Пскова Монголия была. Но Монголия Что мы мирная хотим? страна, и она никому не угрожает, в отличие от России, да. Сегодня мы имеем большую проблему, и все, и Европа это понимает. Европа очень быстро сегодня, после речи Путина, сегодня европейские лидеры говорят, нам нужно готовиться к войне к России, к сожалению. К сожалению, вот сегодня Россия доводит эту ситуацию до абсурда. К Ну, сожалению, слава богу, все поняли, что с Россией, с Путиным невозможно договориться, потому что он ни с кем не хочет договариваться. У него какая-то своя программа действий. Господин Шелк, я благодарю, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Мира нам после переговоров. И перемоги Украины. Да.